Чингенейское лобби на Крыму пишет. Меня там снимают, мне это нравится. Так дискомфортно вообще перед камерами сидеть. Запись пошла. Маша. Начинать? Да, как будем по классике? Сайгалы достлар, селям алейкум, урметли ватандашlar. Или репатага. Сабаныз насыл башлана? Біздің сабымыз Ковенин башланды. Эльбеты Ковенин. Можно на русском? Это как бы Седжика, да? Можно на русском? Давайте перейду. Надо немножко рассказать про подкаст. Будем разогреешь, да? Да, будем немножко, будем стараться говорить искренне о тех темах, которые нас волнуют и которые, по нашему мнению, еще пока не обсуждены. Искренне аж как-то. Иншаллах. Да. Хочу представить тем, кто будет нас смотреть, каждого из нас. Тобой закончу. Эльдар Халил. Обычно человек стоит за противоположной стороной экрана, но очень рад, что будем говорить вот тут, а не за камерой. Меня зовут Муслим Умеров. С вами, что как-то хочется сказать, ваш покорный слуга, но не буду так говорить. Ну и Эмиль Ибрагимов, наш человек, он сидит в центре. Проход. Центральная фигура, человек, которого мы сначала думали, как мы будем интервьюировать, но это как-то уже заезжено. Но мы будем искренне говорить, но ты как бы человек, который будет тему изнутри развивать, о которой мы хотели бы сегодня поговорить. Давай попробуем. А тему можешь сказать ты, могу сказать я. Это одни из самых табуированных тем в крымско-татарском сообществе. Тема этносов и тема самая, наверное, как вот так подведу. Очень многие общаются про Чингене за глаза, а мы сегодня будем говорить в глаза. Эмиль, представитель этноса Чингене. Раз ты хотел сказать. А? Нацизм. Расскажи. Каково это? Нет. Давай просто историю, что ты знаешь о своем этносе. Ну, я, во-первых, знаю, что Чингене — это как бы с крымско-татарского, с турецкого, с тюркских языков означает цыган, чингенелер — цыгане. И как бы настолько табуированная тема, что сразу, я думаю, всех вызывает. Сейчас как бы тренд гласит о том, что нужно говорить рома, да? Вот. Но рома. Рома нужно говорить? Рома, да. Рома people говорят, то есть народ рома, да. Вот. Цыгане как бы, считается, что публично нельзя говорить, на русском языке, как и на украинском, в принципе, как и на английском, и на любом другом. Но когда мы говорим Чингене, мы подразумеваем, крымских татар, что это крымско-татарские Чингене. И даже как-то оно в моих глазах, оно не переводится на крымско-татарский. Ты, так сказать, что это крымско-татарские цыгане. То есть это уже как-то, наверное, для представителей Чингене это будет выглядеть как-то обидно. Хотя, в принципе, он так и переводится. Чингене как если цыган, забить в любом словаре. Да, но еще даже уточняют некоторые, что крымско-татарские Чингене, то есть наши. В принципе, что можно сказать, что это народ, этнос, да, который, как и любой другой этнос в нашем составе, крымско-татарском составе, нашей крымско-татарской команде, пришлый, который стал крымскими татарами и сделал такой выбор стать крымскими татарами давным-давно. Это было не сразу, но в принципе, как, например... Что давным-давно, это насколько давным-давно? Так скажем, несколько этапов. Один из этапов, насколько я знаю, это было раннее Крымское ханство,
дальше среднее Крымское ханство, позднее Крымское ханство, потом после Крымского ханства в Российскую империю, и вплоть до... И вот эта ассимиляция, интеграция, она была до депортации, и депортация, она в чем-то очень объединила не только, кстати, Чингине, она или Дайфа, это тоже отдельный этнос, но она объединила... Мы об этом поподробнее поговорим, в чем разница, потому что, да, есть такой тоже она вопрос. объединила Ялыбойлю, она объединила татов, она объединила нугаев, потому что до депортации даже браки считались чем-то предрассудительным между разными этносами и даже между разными поселками одного этногенеза. То же самое с Чингине, тем более. Это было еще более опасно, скажем. Но если смотреть в самую глубь суть вопроса, то, естественно, чингинелер, они пришли. Есть несколько мнений, откуда. Кто-то говорит, что они пришли с Кавказа, кто-то говорит, что пришли с Балкан. В принципе, это объясняется, Балканы объясняются очень легко, потому что мотивы в крымско-татарской музыке, а так как Чингине, они были проводниками культуры, и они привнесли в крымско-татарскую культуру музыку, ту, которая есть сейчас в современности. Поэтому мотивы балканские крымско-татарской музыки и продолжают развиваться, то есть новые мы не обрели. У нас даже новая музыка любого ансамбля, любого исполнителя, музыканта, она с балканскими мотивами. Поэтому эта теория, она более, более подходящая, более ту, которую можно легче объяснить. Сначала, конечно, чингинелер, они считается, что не были мусульманами, хотя часть говорит, что и были. Может быть, наверное, было как-то разделено. И сначала они принимали ислам в Крымском ханстве, но при этом у них были свои какие-то традиции. Например, старая традиция была, то, что я знаю из книги, конечно, сейчас этого нет, там, хоронить с музыкой даже. То есть, и говорили... книги, есть книга про Чингине? Во многих книгах. Отдельно книги про Чингине я, кстати, не видел, но во многих книгах про историю крымских татар и вообще в интернете. Но это чисто ромская традиция, хранить музыкой. Я об этом не знал. Я присутствовал однажды в Виннице, мы приехали с семьей в гости к друзьям родителей, и получилось так, что их соседи, ромы, мы попали в тот день, когда хоронили кого-то из родственников. И так произошло, что пошла подруга родителей на похороны и пришла и рассказывает, что хоронили с музыкой и так далее и тому подобное, радовались, там, хлопали. То есть какой смысл, почему так? То есть когда ром рождается, они плачут, а когда ром умирают, они радуются. То есть плачут тому, с какими трудностями, возможно, столкнется человек в жизни, а радуются, что больше этих трудностей в жизни не будет. Наконец-то избавились, да? Да. Как-то такая философия, как я понял. Я, честно говоря, не знаю, какая музыка была. То есть, я знаю, что такие традиции. Были еще разные другие традиции, которые ушли. Но я знаю, что в Крымское ханство, у крымских татар даже после играть музыку было как-то тоже то, что одна из вещей, что осуждали. Поэтому на свадьбах играли крымские татары, и вот отсюда и культура свадебной крымско-татарской музыки, хотя Джемиль Кариков бы сказал какой кошмар, есть высокая крымско-татарская музыка, это сазы, бахлама, там и все остальное. Да, она есть, но есть еще также и свадебная крымско-татарская музыка, что более известно. Даже бахлама я для себя открыл попозже. Вот. И вот я говорил про интеграцию. Интеграция дальше продолжалась, и вплоть до депортации. Депортация просто она размыла вот эти все границы, потому что и не только для Чингине или Дайфа, она для всех этносов размыла границы, потому что оказались вот этот народ из Крыма
скажем, может быть, даже себя не называли крымскими татарами многие, может быть, какая-то элита, там, интеллигенция говорила, мы знали, мы крымские татары, но, может быть, вот обыватели, они не говорили. Но идея за возвращение на родину, вот эта идея, там, что это все было несправедливо, она как-то объединила все этносы в принципе. Конечно, это все осталось. Конечно, после там, возвращения все помнили, естественно, кто Ялыбой, кто Тат, и эту участь и Чингине не обошла. Все помнили, кто он такой, и они сами же помнили, Чингине, кто они такие. Сейчас дело в том, что у больше старшего поколения, в принципе, как и что случается с глобализацией, у больше старшего поколения вот это отношение к Чингине, что это другие, оно осталось. У молодежи, я вижу, это больше с долей иронии, хотя, может быть, я не со всеми вот, кстати, сталкивался. Ты чувствовал буллинг вообще по отношению к своему этносу? Или слышал ли внутри своей семьи? Вот так? Я слышал внутри моей семьи об этом, то, что, типа, как бы, понимаешь, говорили, да, что мы Чингине, ну, крымские татары. Что такое Чингине? Вот это просто, мне как отец объяснял, что это вот отдельный этнос крымских татар. Он мне так и объяснял в детстве. И что вот, ну, это есть другие, как бы, крымские татары, и что нас вот считают Чингине, и даже что нас считают цыганами. А я не понимал, почему так? А ты когда узнал, что это Чингине? Интересно. Ну как, в принципе, это, ну, честно, для тебя прям открыто? Честно, Чингине я узнал позже, чем я узнал, что я крымский татарин. Сначала я узнал, что я крымский татарин, там, 3 года, 4 года, там, знаешь, с детства, как оно у нас, национализм этот. А потом уже начали, как бы, объяснять и все остальное. И то, что ты спрашиваешь про буллинг, я ни разу не ощущал на себе. Я только, ну, когда я говорил, как бы, что к какому этносу я отношусь, так как я считаю, что это этнос крымский татар, все-таки, хотя многие, может быть, и не считают так, но я слышал только там какой-то смех, условно, ха-ха, хи-хи, а почему, а как, а вот мы слышали, что они такие, не такие, как ты, например, ну, какие-то рассказывали про стереотипы, делились стереотипами, но это не было... Какие стереотипы, например? Стереотипы, что, ну, что какие-то там, не знаю, там, базарные, что какие-то некультурные, там, обманывают, воруют, да, там, конь, там, все такое. Сани, конь. Да. Хотя, вот, например, по поводу коня, когда я переехал учиться в Харьков, в первый раз, когда я увидел своих соседей в общежитии по комнате, это был Сережа один, он меня спросил, ты кто по национальности? Я говорю, крымский татарин. Он говорит, а це правда, говорит, что нам вчителька казала, що з маличку татари їздили на конях. Ну, то есть этот стереотип про коней, вот это вот как-то такая архаика, она не только была присуща Чингине, то есть по отношению к любому незнакомому этносу. То есть я не чувствовал буллинга. А ты говорил, что буллили в школе? Ну, не буллили, мы как бы... Скорее, возможно, я буллил, но не буллил. Давай расскажу историю моего знакомства с Эмилем. Это было так, что я перешел в новую школу, в другую школу в 6 классе, и так получилось, что мы сидели на уроке французского языка, и первый вопрос от Эмиля был, вот я как бы новенький в классе, первый вопрос от Эмиля был, повернувшись назад, я сидел за Эмилем. На французском, да? Да, на французском. Вопрос был не на французском. Вопрос был на русском, он спросил, ты татарин? Я сказал, да. И он сказал, я тоже. И вот продолжился урок. Знаешь, это просто как бы вводное. А когда мы уже отдельно где-то в коридоре начали обсуждать, и спросил, или я спросил какого-то этноса, или нет, это было не в коридоре, это было, я даже помню где, это было на улице Революции, мы шли со школы в сторону, это в сторону роддома, вот эта дорога, если помнишь, в Евпатории. И ты спросил, какого этноса, и я сказал, ну, с таким покерфейсом я Чингине. А Муслима первая реакция, я помню, он сказал, да ладно. Я тоже, да. Да ладно. И он сделал так и начал смеяться. Вот это я помню. Ха-ха, круто, типа, и все. Ну, и мы начали эту тему развивать, он смеялся, типа, мы общались, и все. Как бы, ну вот. да. Это была такая, я говорю, такая реакция была как бы частая. Что... Потому что, скажу честно, думаю, ты со мной согласишься. У представителей этноса не Чингине, я могу сказать, что я там 75% Ногай, 25% Ялыбой. У нас как бы
ну да, вот эти стереотипы в семье, они существовали, и для меня Эмиль как будто другую галактику открыл, абсолютно другой мир, по-другому отношению. У меня как бы появилось желание по-другому вообще, желание, как бы, чтобы Чингене себя позиционировали иначе, что ли, потому что мне казалось, что очень такое искривленное и неправильное отношение, вот, поэтому как бы моя дорога общения с Эмилем, она про то, что это совсем несправедливо говорить вот так, как в наших кругах говорят. Но скажу, что это существует, такое, да, в нашем поколении, в моем поколении, в твоем, уже, наверное, стираются эти границы, но все равно за глаза говорится. Я думаю, что это, конечно, не супер. Я хотел спросить, а в чем разница между тайфа и Чингене? Да, мне тоже интересно. Ну, насколько я знаю, это как бы, если не вдаваться в подробности, а вот так просто визуально, она прослеживается сразу. Как бы по чертам, по лицу видно, как бы, что отличаются. Ну, видно Чингене и тайфа, то да. есть вы между собой различаете? Ну, кто немножко разбирается больше, и кто вот как бы не из этого, из этих как бы этносов, то он тоже разбирается, по сути. Это потом ты как бы понимаешь, почему. То есть, пример можешь привести? Не, наверное, мне тяжело будет это описать, если честно. Более, тайфалар более смуглые. У нас есть известные деятели культуры, кто-то дайфа, а кто-то Чингене? Или не 10 деятелей культуры, может быть, политики, я не знаю, вот, общественники? понимаешь, дайфалар, они еще более, как бы, сами себя маргинализируют, вот, я так скажу, чем чингенелер, сами себя. То есть, поэтому сложно сказать. Я думаю, что есть, но я вот так сейчас навскидку не вспомню. По-моему, есть среди музыкантов. Чингене, ну, это вот опять, если мы говорили о музыке, это группа Гарики. Ну да. Это из музыки, да. Чингене, да. Чингене именно? Да. Опять-таки, если не так, то напишите в комментариях, что мы не Чингене. Или это дальше Эди Пасанов. Бахчисарайлы. Потом его отец, кажется, был ювелиром. Он Чингене. Да. Он Чингене, да. Мы даже родственники где-то. Значит, его отец был ювелиром. Раметле. Забыл, как зовут. Ну, вы поняли, о ком я говорю. Дальше. Кто еще? Ага, да, Айдарага. Кто еще? Может быть, ты вспомнишь. Очень много. Я недавно узнал, не знаю, насколько ты знаешь или нет, что сервер Какура тоже Чингене. Я не знал. Правда это или нет тоже? Физека Сара. Мне кажется, нет. Тайфа, да? Мне кажется, что она ялыбойская все-таки. Ну, пусть напишут в комментариях. А Физеханом напишите в комментариях. Много, на самом деле, очень много, которые вот, просто они не говорят мы Чингене, потому что мы как бы, это же для нас не первая идентичность, по сути, да, то есть мы говорим, мы крымские татары, как и мы все. Центрально рассматривается все равно тоже крымские татары. Да, у нас есть много идентичностей у каждого, но ты же не говоришь, что ты ногай, или ты... Первая крымская татарин. Да, крымский татарин ты тоже, да, то есть поэтому так. Дайфалар, они... возвращаясь к этому, то, что я знаю более глубже, что дайфалар вообще к цыганам не имеет отношения никакого. А к кому? Есть версия, что они относятся к курдам, или даже смесь турков и курдов. И что они пришли из Малой Азии, это вот полуостров современной Турции, и пришли, я не знаю, когда, может быть, вот тоже это было, наверное, Крымское ханство, и у них отличительная черта, что у них очень много слов именно турецкого языка. Вот, например, они не говорят там тур, они говорят калк.
примеру. Ох ты. Они там вот из серии Гитмиш там и все остальное, то есть прослеживается, да. Есть жаргоны какие-то? Да, есть жаргоны, их принято называть музыкальными, их знают даже те, кто не сами представители Чингине, но относятся к музыкальной сфере, они знают эти, да. Кстати, еще Энвера Шерфидинова Рамитли вспомнил, вот, то есть такой плеяды, как бы отцов современной крымско-татарской музыки. Есть отдельные слова. Музыка перебивает? Перебивает, прям четко слышу слова, все. Да. Не уберешь. На чем остановиться? На жаргонах, давай. Ну, например, есть такое... Какое слово? Привести пример? Да. Например, есть такое слово «кокав». Слышали когда-нибудь? Конечно. Вот. Что означает? Плохой. Ага. Вот. Кокав это означает плохой. Кстати, он даже есть в словаре Алема Мединье. Кохав? Да. Ага. И там даже написано, разговорный, что... Да? Там написано, по-моему, да, или разговорный, или... По-моему, разговорный, да. То есть это не указано, какой именно. Или говорят, например, еще хохавдан. То есть это вот, например, как употребляется, то есть, может, оно видоизменилось, но как употребляется, например, если ты вот что-то там, например, считаешь, там, ну, что-то говоришь, какое-то утверждение, потом в конце говоришь хохавдан, значит, наоборот, ровно наоборот этому утверждению. То кто не знает, например, вот там, мы с Муслимом, например, употребляем иногда это такое выражение. Хохавдан? Например, кто-то не знает, это слово, ты там говоришь, да, пойду там, туда, там, хохавдан, типа, не пойду, никогда в жизни, например. Из еще каких примеров? Чтобы запутать человека, да? А очав это? Очав это, ну, это тоже уже считается как бы музыкальным жаргоном, то есть я, честно, вот прям именно глубинно так не знаком, но ты знаешь, что это как вроде парень означает. Кстати, по-моему, в цыганском языке это тоже есть слово очав, как парень. Да. Вот, ну как очав, типа как обращение. Я всегда думал, что музыканты говорят, даже никто друг другу, да, очав? Да, очав, типа. Очав, ояс, там вот такое. Ояс это стоп, да? Типа, да. Ну, чае. Это я не слышал уже. Девушка там. По-моему, девушка легкого поведения, если не ошибаюсь. Чае? Чае, да. Не, хурбе, по-моему, хурбе, легкого, а чае это нормально. Нормального, это легкого, да? Ты точно так, да? Тяжелого? Это тяжелого поведения, это легкого поведения. Ну и вообще интересно было узнать в таком случае про комьюнити. В каком-то смысле отличаются ли традиции, я не знаю? Ну, традиции, смотри, то, что я наблюдаю как бы по семье, там, по родственникам, то я вижу, что традиции очень многие, именно крымско-татарские, аутентичные, они сохранились больше, чем у крымских татар. Ну, извините, ну, типа, это так. Какие? Ну, например, это даже не то, что такой тренд. Это, то есть, это было просто... Появился потом какой-то тренд определенный, вот он был сложен в результате развития медиа, да, что вот там одеть костюм крымско-татарский, там сделать кхнагиджисы. Сейчас не знаю, делают или нет. Кхнагиджей делают, по-моему. Ну, верно. Да? Да. Вот, то есть, я это именно трендом становится? Это трендом, да, стал. А вот я именно с детства это наблюдал. То есть и кхнагиджисы, там, и нишан, и гарнюшан, этого сёски. Я правильно понимаю, что, возможно, в таком случае, так как позднее всего ассимилировавшиеся в крымско-татарское общее пространство Чингине, они дольше держат то, что как бы вымывалось у других этносов. Мне кажется, тут дело не в позднее, а мне кажется, это дело в том, что Чингине долгое время были маргинальными. То есть этот маргинез, он был, как бы, объясняется тем, что их как бы общество, крымско-татарское большинство, держало вот на периферии. То есть, что вот вы только играете крымско-татарскую музыку, да? То есть, в основном это Чингине такую роль выполняли. Музыка, занимались ювелирными изделиями, там, и каким-то там, ну, то, что сейчас называется развлекательным контентом. Шоу-бизнес. А укращали медведей это? Есть то, что я знаю, среди Чингине были, сейчас, конечно, нету такого разделения, и были разные тоже подэтносы. То есть, были там Коюмджилар,
Ювелиры, да. Да, были Аюджилар, Сепичилер, те, кто вязали вот эти вот корзинки, да. И Аюджилар. Вот Аюджилар — это те, кто, вот то, что ты говоришь, там работали с медведями. Дрессировщики, что ли? Да, дрессировщики, таким образом они развлекали люди. Вот, и то, что я знаю, вот по истории семьи, то есть то, что у меня все занимались ювелирными изделиями, там Бахчисарай, там Салачих и все остальное. Аюджилар, вот, например, сейчас даже среди чингенелера сохранилась вот эта Аюджилар. Они называют так других цыган, в принципе. Даже не просто других цыган, а цыган в целом. То есть, если это не чингене, если это не относится к крымско-татарскому, чингенелер, крымско-татарский чингенелер обращаются, ну, или как дают название ромам, которые общемировые, да? Их называют Аюджилар. Аюджи, да. Вот говорят, о, Аюджи. Ага. Вот так. То есть это вот осталось, что вот, то есть Аюджилар это было вот, чингене были как бы маргинальные, а Аюджи это еще там второй уровень маргинальности, еще больше. Это раньше. Сейчас такого как бы нет, все просто чингене или татарин, или крымский татарин, то есть я же говорю, что такого нет. Но вот, например, если из более современной истории, вот после возвращения были чингенелер, которые говорили, что чингене, и они знали 2 языка. Это я тоже знаю. То есть вот среди моих родственников таких не были. Да, вот знали как бы крымско-татарский и цыганский. И говорили на 2 языках. Вот, и у них был именно такой суржик. Понял? А именно чингене, вот, например, как бы вот среди моих родственников, они не знали 2-й язык. Они знали только крымско-татарский и все. То есть это как бы 2-й уровень интеграции. 2 раза уже затронул тему семьи. Расскажи интеграцию или как? Комьюнити ты их спрашивал? Ну, хорошо, давай про комьюнити. Да, немножко оттянем, да, будет больше интересно. Ну, комьюнити, что сказать, интересно. Традиции, как бы, да, что отличают? Ты начал про Хнаги Джисы, но там как бы есть и другие... Есть специфические какие-то традиции. Есть специфические традиции, но, например, это то, что называется гозайдыном. Если вы знаете, что это такое гозайдын, это когда... и, кстати... Мы по-другому говорим, кстати, козайдын. Про что козайдын говорим? Ну вот, например, кто-то издалека приехал, да, говорят козайдын. В принципе, гозайдын — это, в принципе, какое-то радостное событие в целом. Наверное, да. А вот это я просто как бы более как бы смягчаю, говорю гозайдын, да, ну, я не знаю, как это по-другому сказать. И когда проверяется невинность, будем прямо говорить, жены новой, там, да? Так, вчера невесты, сегодня жены, да? Вот. И невинность проверяется очень простым образом. И она, кстати, в защиту чингене скажу, что эта традиция есть у турков до сих пор. Понятно, что не у всех. Здесь же тоже, как бы в Турции, интеграция происходит, несколько этапов, и многих она там не затронула вообще. Ну вот, современность, по сути. То есть у кого-то есть практическая традиция, у кого-то нет. Я думаю, что также и в других мусульманских странах. Я знаю, что у арабов есть та же традиция. Вот у мусульманских, тюркских народов эта традиция это языческая традиция, да? Она считается доисламской, да. Она считается доисламской, и как бы... Что это? Расскажи, как это проверяется? Что значит проверяется? Ну, то есть это проверяется невинность жены в первую брачную ночь. То есть... Расскажи, как это выглядит. Так, слушай. Нет, я не про то, что... Расскажи, как это выглядит. Ты просто как-то рассказывал мне о том... Хронология событий. Как выглядит событие, да, само? Вот там проходит брачная ночь, здесь кто-то там ждет чего-то. Вот это очень интересно. Ну, смотри, опять-таки, это зависит тоже от семей. Ну, в целом, очень просто. Заканчивается свадьба. У кого-то это один день, у кого-то второй день, понятно. И едут домой жениху на просто брачную постель супружескую. Стелится белое что-то там, покрывало какое-то, что-то, простыня. Да. Ну, на простыне спят, а это... То есть, специальная ткань, да? Ткань.
на которой должно появиться... Это какая-то марля, что ли? В конце... Нет, простыня, это может быть, что поверх может простыни марля. еще какую-то ткань. Еще какая-то ткань. Ага. И такого же размера. Да, и утром случайным образом должно появиться какое-то красное выделение. Ну или не появиться. Или не появиться. Ну, или не случайно. Да. Если не появилось... И это, значит, эту простыню так заворачивают и отдают, сейчас скажу кому, отдают матери... Жениха. Или нет? Сначала матери жениха, она смотрит, типа, все окей, а потом отдают матери жены, да, ну, девушки. Факт-чекинг, да, уже? Да, как факт-чекинг. То есть она оставляет это у себя на всю жизнь, по сути. Кто? Мама... Невеста? В смысле, Невеста, да. на всю жизнь прям Ну да. хранит? Мама Да, своей как дочери доказательство, оставляет. Да, потому что это как бы то, что считается, что вот, типа, если А где какие-то хранит? Слушай, ну... Это Ну, это на случай, если кто-то придет, да, как доказательство. Наверное. Это она хранит где-то там, где, ну, где хранятся деньги, может быть, понимаешь? В сейфе Честь, или- да, да, хранит. то Честь есть, семьи и хранит. чтобы потом, если какие-то разговоры выходят, Мгм. чтобы это просто, ну, было каким-то там, ну, доказательством для, как бы для самоуспокоения. Напоминает сериал «Клон». «Клон» там тоже, Клон. да? Там тоже был такой Ну момент, вот я же говорю, по-моему, где- причем это, по-моему, марокканцы были. Ну, то есть Ага. арабская традиция. Про крымских татар я вот спрашивал, кстати, про эту традицию, и мало кто говорил, что у нас есть. Я у одних у Балаклавский это таты или елабои? Наверное, Севастополь, наверное, это таты больше. Таты? Ну Да, вот у одной семьи я такое слышал, что есть такая традиция. да. Мирем там подсказывает, что это таты. Таты, да? Савол. Ну, раньше у всех, да, это была традиция? Не Это знаю, потом я такого не слышал. Ну вот, эта традиция, Я она слышал. есть, она повсеместно Слышал? везде. Да. Вот, такая. И как бы она иногда она доходит, конечно, до маразма. То есть иногда это вот именно что на утро, это уже третий день, да, утренний, это называется килин Кавеса. кавеса. Килин кавеса. Когда там утренний чебурек, вот есть такой инстаграмный, я вот не помню, как его зовут, я могу потом ссылку оставить в описании на Инстаграм. Есть такой вот, значит, оператор, блогером могу сказать, в Крыму. Вот он очень освещает эти события хорошо. И я вот, для меня он был открытием, этот человек, забыл, как его зовут. И Какие я события? Вот он освещает вот эти все традиции. То есть он именно... У него как блог или Вот он просто именно это ездит в вот такие вот архивные? маргинальные общества там, и среди Чингиней, и среди Дайфалар, он и как бы и рассказывает. Там вот как-то было видео «Утренний чебурек» она называлась. Вот так «Утренний чебурек». И там, значит, стояла такая штука какая-то, ну вот какая-то корзинка. Там была эта простыня, понятно, что он не на виду, вот так, и туда кидали деньги. Ага. То есть приходили родственники, кидали деньги. Танцевали, то есть кидали деньги, там еще что-то. Это интересное событие на самом деле. И по-разному, по-разному, утром, например, там просто кто-то показывал всем вот так вот. И прям туда кидали деньги. Прям вот на эту простыню. То есть показывали всем родственникам. Так, а если То есть нет крови? Вот это вообще не знаю, что с этим делать. Тут уже жених, наверное, решает, да? Ну, Навряд ли жених будет знаешь, решать, наверное. я читал вот об этом, как бы, кстати, у кавказских народов, я вообще читал это не в контексте только вот отдельного этноса крымских татар, а вот вообще, что это вообще глупая проверка, потому что биологически далеко не у всех появляется кровь, как факт невинности. То есть это просто особенность бывает такая. Ну и разные приколы есть, типа, давай проверим ладонь, проверим стопу, потому что иногда там бывает, что режет. Правда или нет? Режет жених там или невеста там специально, чтобы было, чтобы что-то уже показать, знаешь. Ну, это да. И вообще она как бы исламским нормам она противоречит. Хотя я знаю, что много крымских татар, даже среди соблюдающих крымских татар, которые это прям проникновение в личную жизнь максимально. Которые эту традицию чтут. Да. При том, что они чтут все каноны ислама, но для них это то, чего они не могут отказаться. Да, насколько она укоренилась. Египетские бедуины или... Ну... Возможно, да? Ну, то есть я тебе говорю, что это даже в тех обществах, которые живут в цивилизации, может быть, где-то там, не знаю, в больших городах, там, Турции, я уверен, что такое есть.
или других арабских стран. В Стамбуле, думаю, где мы находимся, вряд ли это есть. То есть в комьюнити Чингине и тайфа соблюдается, да, эта традиция? В большинстве, я думаю, да. Я думаю, да. Помимо свадебных, что еще можешь такие из обыденной жизни вспомнить? Ну, наверное, какие-то вот родственные узы, более тесные связи между родственниками, очень, очень тесные. То есть вот прям как бы как живут именно кланами, да? И это то, что я замечаю. Ну, рядом, нет, не в одном там доме, но это рядом именно. То есть стараются жить рядом. Вот одна улица или там через улицу. То, что я замечаю там. Почему, как ты думаешь? Ну, я думаю, что это потому что из-за количества, то есть их очень мало, и поэтому легче как бы выживать. Из 300 тысяч ты считаешь, что мало Чингине и тайфа? Из 300 тысяч? Ну вот тех 300 тысяч, о которых мы говорим, что проживают в Крыму. 200 тысяч. Слушай, тяжело сказать. Ну, может, Чингине, ну, может быть, 10 тысяч есть, 20 тысяч. Ага. Всего? Мне кажется, максимум, да. Мне кажется, да, максимум. Дайфа тоже так. Ага, вот плюс еще дайфа где-то 10-15 тысяч, да? Уже получается? Думаю, да, 10, может, 5-10, да. Тайфа меньше, чем Чингине. А вообще взаимоотношения тайфа и Чингине между собой? Смотри, я думаю, что они себя точно считают разными, то есть принадлежат разным этносам, то есть точно классифицируют это Чингине, это дайфа, 100%. Но при этом их связи там теснее, чем с другими крымскими татарами. Но, по крайней мере, не у моего поколения, по своему поколению не могу сказать, но у поколения, там, например, моих родителей там, и так далее. Теснее, да. То есть лучше жениться на тайфа, чем, да? Вот сейчас я боюсь затронуть эту тему щепетильную, потому что... Ну, попробуй затронуть. Потому что, например, так скажу, дайфалар, они еще более маргинализированы. То есть это как бы есть вот эта попытка не жениться на дайфа, да? Попытка не жениться. Да. За дайфа не могу сказать, но есть такая попытка, вот, ну, не нужно. Что вот не нужно. А у тебя супруга дайфа или Чингине? Нет, она, кстати, наполовину елыбойска. Ты красиво перешел, очень. Наполовину елыбойска, наполовину татка. Да. Мап. И как вышло-то? Ну, не как вышло, а как отнеслись родители? Ну, мы как бы познакомились не в Крыму, и познакомились в Черниговской области на тренинге по правам человека. Что интересно. И потом так получилось, что мы как бы начали общаться, встречаться и все остальное, и стал вопрос, что, ну, как бы, я решил, что я хочу жениться на этой девушке. Вот. Я приехал туда, как бы, в Алушту, в дом своей будущей жены, познакомиться с родственниками, приехал с кольцом и приехал с родителями, то есть... С кольцом и родителями, сразу такая визуализация. И, как сказал, о своих намерениях. Сначала было воспринято хорошо, до того момента, пока отец будущей жены не сказал, не спросил, откуда корни. Но вот моя, например, бабушка, она как будто чувствовала этот вопрос, и она не стала давать конкретный ответ. То есть вот я же говорю, что на другом уровне другая планета вообще общения между нашими поколениями. То есть вот для меня бы вообще по поводу этого бы не парился. Я бы сказал, как есть, да? И когда, в общем, отец узнал, что там мы принадлежим к этносу Чингине, то есть давай так, твоя бабушка не сказала, что вы Чингине? Да, не сказала. Она сказала, что там, она просто сказала по городам. Она сказала, есть там Кизлев, есть Бахчисарай, есть Джанкой, есть Ахмеджид, и там кто-то есть ялтинские, да? Ну, потому что, вот, например, у меня есть корни именно вот, что самых ни на есть, елыбойские.
то есть была у меня такая бабушка, там тоже интересная история, как она еще тогда, там, в 19 веке, она там умудрилась, или в начале 20-го умудрилась выйти замуж за Чунгине, но она была ялтинская. Там тоже история была очень интересная. Вот. Там, в общем, история такая, что бабушка Мерзия, она вышла замуж за дедушку Мурата, но сразу не согласились, и пришлось украсть с Ялты. Это, по-моему, село Кокос, если я не ошибаюсь, и забрали, и отец не общался, пока не родилось 2 дочери, и всего было 9 детей у них. 9-я это моя была прабабушка. То есть это, получается, прапрабабушка. Так, а твоя бабушка не сказала в тот день? Она не сказала, как бы, она... И закончился со скисом? Или... Смотри, она как бы поступила, по сути, правильно, потому что на этом акцентировать внимание, мне кажется, это уже глупо. Нужно... Понятно, что это интересно, да, но это на уровне интересно. Знаешь, это как я знаю свои корни, там, дерево твоей семьи, там, древо семьи, там, многие знают. Но ты же не будешь там, например, если с кем-то познакомился, доставай там дерево свое, например, да? То есть ты просто... А это было воспринято вот именно так, что это очень важный вопрос. И когда на него не был дан утвердительный четкий ответ, не считая перечисления городов, то тогда было просто запрет, как бы, и несогласие отца брать в жены мне сразу же девушку. За столом? Или? Нет, не сразу за столом. Мы уехали, не было, так все было да, окей. Прошло несколько месяцев, и потом было четкое нет. Что, как вы поступили в этой ситуации? Что было дальше? И что если переключить все на то, что ты угадываешь, что было дальше? Потом велись переговоры с моей стороны, были попытки как бы эту ситуацию сгладить. Я объяснял, что и что, как бы я вообще не думал, что это настолько серьезно может быть, но что это станет именно сутью, сутью вообще всей проблемы. А твои родители отнеслись нормально, да? Они отнеслись нормально. Но это стало сутью проблемы, и мы долго вели там переговоры с отцом, но не было дано никакого да-да-да. Вот. Причем мать девушки, моей жены... Я могу курить в кадре? Как бы мать моей жены, она моя... Кайнана, получается, теща, да, она отнеслась нормально, ее сторона, а вот отец нет. Долго шли просто разговоры и все остальное. И это было вынесено на публичную плоскость, вплоть до постов в Фейсбуке. Чьих? Со стороны отца. Например, то есть, например, что там вы такие, там, вонючие цыгане и все остальное. Да, до такой степени. Ого. Мне кажется, что это надо проговорить. И там были комментарии, там даже там разные там сетья, как его зовут, сетья казаков, там писал, там что-то, что случилось, там, да успокойся, что ты так нервничаешь. Там были разные комментарии, что происходит, там, да, я поддерживаю, какой кошмар, и там много лайков, то есть, и это было, там было много комментариев, там, кто хочет там переступить меня, там, не позволю и все остальное. Потом там было, это просто было, я же говорю, это было доведено до... Я почему говорю, что эту тему нужно только оставлять на уровне шутки, потому что она может, как бы, маразм, он может, у него нет границ, да, он прогрессирует, в принципе, как любой вирус. И этот маразм тоже прогрессировал, потому что дальше было выяснение конкретно моих корней. И я сказал, я знаю, что у меня там по дедушке моему, я знаю, что они вообще с Турции. Пришельцы. Оселились в Крыму, потеряли паспорт и не вернулись в Турцию. Все очень просто. Турки. А по бабушке я знаю, что они чингенилер, там, причем бабушка вот была ялтинская, как я сказал, и там род Алтынжилар. Так назывались. Фамилия, видимо, Алтынжилар, видимо, потому что они занимались ювелиром. Когда это он узнал, то есть он начал узнавать, есть какая-то там организация старейшины крымских татар. Старейшин. Это сейчас на полном серьезе?
Я сейчас на полном серьезе тебе говорю. Есть организация старейшины крымских татар. Если я не ошибаюсь, правильно я говорю? Старейшины крымских татар. Общественная организация? Общественная организация. Они в Алуште, они очень известные. Вот если ты пообщаешься с алуштинским активом, зарегистрированные Илимдаром Абибулаевым, там, Энвером Арпатлы, то они знают это. Да, это организация, я не знаю, зарегистрирована нет. Но там вот именно старейшины крымских татар, которые выносят какие-то фетвы, какие-то решения, индульгенции или все остальное относительно разных вопросов. И он поехал, значит, отец жены моей к этим старейшинам и спросил, а вот род Алтанчилары и Чингизиары не считаются ли крымскими татарами? Они сказали, нет. И все, и это было... Подожди, они какое-то проводили расследование или это было так? Нет. Или ты не знаешь об этом? Как выносился вердикт? Просто мне интересно. Я, во-первых, первый раз слышу о таком обществе. Я был бы рад, если бы они сняли какой-то документальный фильм, хотя бы это была бы хоть какая-то польза для народа, но они ничего такого не сделали. Это был просто вердикт. Но это по словам отца. Я думаю, что это так и есть. Потому что старейшины крымских татар, они себя, в принципе, потом проявили очень странным образом после оккупации 2014 года. Да. А как проявили? Ну, пророссийские. Ага. Интересно. Так, что было дальше? Дальше, значит, вот были переговоры, там, значит, суд старейшин крымских татар, все остальное. Нет. И мы как бы, я для себя должен был принять решение, то есть идти против отца, либо согласиться и дальше, или там дальше вести переговоры и тянуть время, да. Решение было принято мной, что моя будущая супруга не против, ее семья, по стороны ее мамы, не против, была поддержка, мои родители оказывают мне поддержку. Я, понимаешь, я к религии отношусь, в принципе, очень уважительно и считаюсь с ней, поэтому я спросил у имамов, относительно этого вопроса, вот что, если отец против. И тут мнения разделились. Но тем имамам, которым я доверяю, например, там был такой, как Сиран Арифов, да, это магистр шариатских наук, например, я у него спросил, то есть, извините, да, то, что я вот именно конкретно называю личность, я думаю, что в этом нет проблем. Да, то есть я у него спросил, хотя, понимаешь, мои знания, они, в принципе, чуть-чуть позволяли понимать, что это и так разрешено. Но я убедился, он сказал, есть разное мнение, там 4 школы и все остальное, но вот одна из школ позволяет сказать, что, да, если такая ситуация, там же надо знать суть проблемы, да, то есть не просто так. Важно же, мусульманин или нет, но не этнос там или нет, да, и точно не мнение старейшин крымских татар, вот. Одна из школ позволяет? Одна из школ позволяет. По-моему, Ханифа. Мама Ханифа, да. Вот. Ханафитская. Ну и вообще, он, я думаю, имеет право выносить такие решения, да, как магистр шариатских наук, что он сказал, да. То есть я даже, если я не вдаваюсь в подробности, у меня не 0 знаний, к примеру, я у него узнаю. Сказали, да. А другой муфтий, например, Айдер Рустамов, да, муфтий Крыма. Подожди, а Сиран Арифов муфтий? Нет, я имею в виду муфтий, я имею в виду имам, да, он не муфтий еще. А вот другой имам, муфтий Айдер Рустамов, он сказал, что нет, не могу я идти против отца. То есть все-таки крымско-татарская школа, да, она олдскульная. Она просто совпала с старейшинами крымских татар. Случайным образом. И он сказал, что нет, нельзя против отца идти. Не могу назвать это прям конфликтом, да, но, конечно, это было мое несогласие с его решением, и я не понял вообще этого. Сказали, что отец все там, если отец сказал нет, значит нет. Ни такой никях я читать не могу. И мы по итогу прочитали, и поженились. Была свадьба, она проходила в Киеве. И даже во время свадьбы там Осман Паша вел прямой эфир свадьбы, и во время прямого эфира отец писал там, что же это происходит. Его не было, да? Нет, его не было.
Он писал там комментарии, что какой кошмар, что происходит, Осман, типа, ты сошел с ума, ты там такой плохой журналист, и все остальное, что происходит, останови там это, что-то такое. Вот. Потом были выяснения отношений, кто же читал имам, там были посланы шпионы, не побоюсь этого слова. Тоже, кстати, журналистка одна. Вот. Вот я не буду называть ее имени. Вот. Одна журналистка, она, значит, делала журналистское расследование, кто же прочитал этот никях. Но я же говорю, маразм, он не имеет, понимаешь. И она выяснила, что кто это был. И, значит, этому человеку там были посланы какие-то послания от отца, когда выяснилось, кто это был. Угрозы. Потом были приезды в Киев, потом были общения, потом были... Было поднято там вплоть до Рифата Чубарова, на самом деле. То есть именно там пришел отец Рифата Чубарова. Все ступени, да, было как бы старейшины, духовное управление и мини-меджлис. Я не хочу просто в плохом свете сейчас показывать отца, типа моей жены на самом деле. То есть это его все равно уважаю, как бы там ни было, и это его как бы решение, он считает, что это правильно, хорошо. Но я просто говорю, чтобы вы понимали весь контекст, да, при всем уважении. То есть это дальше была визит в Меджлис, крымско-татарского народа Рифата Чубарову, и на что я знаю, вроде как Чубаров сказал, Рифат ага, что... Мы такими вопросами типа, мне еще осталось этим, да, заниматься. Но был какое-то там вот прям письмо. Это было письмо муфтию Саиду Исмагилову, были письма с Сираном Рифом, были там какие-то доказательные базы в виде диска, что мы... там что-то неправильно делали до свадьбы, и что это никак не действительно. То есть, вот. Но это что называется, что не любят там ссоры из избы, но это просто, чтобы понимать контекст. Но камень преткновения — это все-таки же этнос. Такая история. Печаль. Я думаю, что... Мы заканчиваем нашу передачу. Этим поколением оно, наверное, и ограничится, хотя не могу знать, вы как думаете? Или это будет продолжаться до какого-то момента, пока максимально не проговорится эта тема? Ну, тогда и стирается в любом случае. Мне кажется, для нашего поколения, наверное, это не стоит. Стираются границы, когда проговаривается тема? Да. Как бы, да. То есть, есть такой этнос, это надо принять. Есть вот наряду с другими этносами Чингизель, Тайфалар, и они такие... И они себя могут считать крымскими татарами, могут считать отдельно, это их право. Но они в крымско-татарской культурной среде говорят на этом языке, слушают крымско-татарскую музыку, такие же традиции, и, то есть самосознание и все остальное. Не только слушают, но и исполняют. И исполняют. Да. А вот все, что касается внешнего Можешь вида, я имею в виду, микрофон? там, типа одежда и все остальное, это ближе к чему? К тому, что мы привыкли видеть традиционно там цыган с какими-то особенными, да, своими элементами, либо это как национально, условно, да, как-то ближе к такому. Нет, обычно. А ты имеешь в виду традиционный, когда показывают традиционный костюм, то есть не ходят так, либо сегодня? Я имею в виду, что вот мы видим на улице, вот гуляя там типа по Украине, видим цыганок, условно, да, мы видим платки на головах, блестящие платья, еще что-то. Вот, как бы, у Чингизель, Тайфалар есть что-то в традиции вот такое? Нет. Любовь к блеску, там. Золотым зубам. Нет, на самом деле... Золотым зубам это азиатская. Традиционного одежды такой нет точно. Это все исчезло. Просто повседневное, как и у всех. Может быть, есть больше такое, знаете... это, наверное, всем крымским татарам присуще. Хотя это тоже стирается сейчас. Это вот женщина должна там быть не вызывающе одета. И там осуждение, если она вызывающе одета. Не показывать живот, не короткие юбки, все остальное. То есть это как бы есть. Вот. И как бы у крымских татар тоже оно есть. Все, что касается любовь к роскоши, наверное, есть, да, такое что-то. Вот если замечать, например, как обставляют быт там и все остальное, есть там интересные какие-то колонны там. Барокко, да? Позднее такое барокко османское, знаешь. Вот.
Оно есть в домах, оно есть в быту. Но я начал обращать внимание, что подобный стиль выбирают и турки. Вот оно тоже очень в домах пестрое, какая-то мебель такая раздутая. Я не знаю, с чем это связано. Может, турецкие цыгане? Это мебель, которая выпускается турецкими цыганами? Да. Не знаю. Я не знаю. Надо проводить расследование. Так молниеносно не смогу сказать. Кстати, Эмилия, бароны есть? Или... Нет, это все, этого уже ничего нет. Там, уже? Да. Были, да? Может быть. Но я же говорю, что ассимиляция, она произошла так молниеносно. То есть я этого вообще не застал. То, что было тогда, я знаю, что только вот, опять-таки из книг по истории, что там, крымские там, цыгане, тогда вот можно было так говорить, крымские цыгане, да, они как бы жили по-другому, нежели другая часть крымских татар, и в большинстве своем бедно жили. То есть, и смертность была среди таких семей высокая из-за вот плохого уровня жизни. Но опять-таки, кто чем занимался. Были понятно, что, наверное, вот все вот эти этапы тоже прошли попрошайничество, там, медведи, все это было, да. Я думаю, что из-за таких условий как бы больше смертность была. Это просто связано от оторванности от цивилизации, и все. Но ты встречал, вот сейчас мы, может быть, подытожим, да? Встречал и знаешь ли, и замечаешь ли, что Чингенелер, или, возможно, Тайфалар, ну, я не знаю, можешь ли ты, условно, экспертно и говорить за другой этнос, да, за Тайфалар, но как минимум Чингенелер стесняются. Можешь ли ты, так сказать, в процентном соотношении своего этноса? Да, думаю, да. Мне кажется, что да. Вот именно, что публично говорить о том, что мы чингине, этого стесняются. Вот именно среди как бы другим крымским. Я чингине вот так спокойно, знаешь, так мало, ну только я, наверное. Вот из кого я знаю, спокойно говорю, потому что я считаю, что об этом надо спокойно говорить. А в большинстве, я думаю, да. А с чем это связано? Ну, это связано со стереотипами. То есть это связано, что сейчас скажу чингине, подумаю, что я цыган, а я не цыган, это долго объяснять. Знаешь, и я крымский лучше отморозиться. Лучше отморозиться, лучше избежать этих каких-то там насмешек, еще что-то вот такое. Как бы абсолютного принятия со стороны крымских татар в крымско-татарский этнос не было. Абсолютного принятия. Вот, понимаешь, очень много среди... Я знаешь, еще кого вспомнил, кто чингине? Ну, это, как я знаю. Вот был, кто он был? Главред или кто? Медиа-менеджер. Сиран Мамбетов. Сиран Мамбетов, да. Где он там, на Милете работал? На Милете, на ГТРК Крым. На ГТРК Крым, да. Вот он, да, вот он, что он как бы, что он чингине. Вот я это знаю. Я к чему это говорил? К тому, что, наверное, он об этом как бы не скажет вот так. То есть публично. То есть все знают, что он как бы крымский татарин, Сиран Мамбетов, имя, фамилия, все. Да. Все его воспринимают как крымский татарин, да? Но если, например, он как крымский татарин во всем, но когда тема касается Ялыбулю, Тат или кто ты там, то я лучше выйду покурю, потому что я не хочу об этом говорить вот на таком уровне. Мне кажется. И это касается многих. Мы многих знаем, вот, например, кто там крымские татары, но вот вы воспринимаете как крымские татары. Если вы узнаете, что Чингине, вы там удивитесь. Но они там, например, могут какими-то там даже быть и яркими личностями, к примеру. Давай, Эмиль, расскажи про своих родителей. Ну, у меня получается отец как бы крымский татарин. Если не вдаваться в подробности этносов, но я сказал, что турецкие корни есть, да, и происхождение Чингине. А мама, получается, украинка. Но она из украинцев, которые русифицированных таких, то есть те, которых там когда-то, ну, по ее, получается, отец с Воронежской области, мама, корни у нее идут у бабушки с Белой Церкви, и их там отправили, там, точно знаю, бабушкиных там, предков осваивать там Дальний Восток и все остальное, вот эта вся тема, то есть это тех, которые, украинцы, которые, как бы сказать, пострадали. Поэтому у них вот есть это
идентичность русская, но по сути свои украинцы все. Вот. И получается, что как бы я уже такой смешанный очень сильно. Но твоя мама приняла идентичность крымско-татарскую? Ну да, она как бы рано вышла замуж. То есть она вышла замуж, когда ей было 16 лет. Разница между мной и мамой, ну там, чуть больше 16 лет, ну почти 17 лет. То есть она уже, как бы мне уже 27, она долгое время в браке, и она, понятно, что она приняла эту идентичность, потому что она именно вошла в это вот самый вот... момент формирования. Да, такой в свое формирование, да, такое уже постподростковый, или тут и все еще подростковый возраст, и сразу в традиционную семью такую именно, знаешь. То есть, потому что семья отца, она была именно традиционная. То есть, там как они отнеслись к такому браку? Ну, изначально плохо. Я знаю, что отнеслась моя, как бы, мама отца. То есть, плохо, что она была, как бы, ну, против вообще, в принципе, не крымской татарки, что это была вот русская, да, ну, называли русская, имея, ну, как бы украинка, это уже мы потом разбирали, что украинка, ну, говорили русская. Но потом, как бы, видимо, из-за того, что возраст был такой, 16 лет, может быть, мама была более такая, как бы, гибкая в этом плане, в мышлении, и, наверное, она сама, как бы, принимала это все хорошо, и сразу училась этому всему, знала, как себя вести в этом обществе. То есть отец знакомил с родственниками, с друзьями, то есть она видела, что все по-другому, что не как у всех, видела эти традиции, там, ну, жить там со свекровью, то есть это все она как бы прошла. То есть жить со свекровью, там разговаривали на крымско-татарском, она крымско-татарский знает, изучила, как бы все со временем понимала все эти традиции, там, ну, условно, из-за того, что она была ребенком, то есть там уже как бы... Сейчас это тоже меняется, это же тогда было 95-й год, то есть сейчас такого нету, да, но там условно пойти, например, погулять с подругами после замужества уже такого не было. То есть ей это запрет? Да, это было запрещено. То есть все, есть муж и все, то есть вот на таком уровне. То есть вот это вот... Будем перенимать отдельные вещи. Традиционные там. Даже, например, поехать, как бы, по словам мамы, там, моей, к своей маме, то есть тоже было определенно там, нельзя было там каждый день, зачем? Типа ты все, ты уже в этом доме, ты уже как бы живи, там, готовь, все, и все остальное. По телефону, да, максимум. Ну, по телефону, да, там. Ну, то есть трепетно относились. Может быть, еще учитывая, что ребенок была совсем, то есть не отпускали там одну, там, ну, редко куда-то одну отпускали. То есть, понятно, со временем это все, она же как бы и мама становилась взрослее, уже такого уже не было. Но при этом твоя мама восприняла, родившись, не родилась в Евпатории, но она как бы свой момент взросления прошла в Евпатории. И она застала тот момент, когда славяне, скажем, принимали, не то что принимали, а начинали учиться адаптироваться с крымскими татарами. Да. И по разговорам с своей мамой я помню, что она тоже вот эти моменты, когда моменты из семьи или из общества помнит, как нерадушно принимали крымских татар, но при этом как бы ее адаптация абсолютно такая. Да, она другая. помнит, потому что она тогда училась в школе, и я не знаю, какой это был класс, ну, можем посчитать, да, это была средняя школа точно. Когда говорили, она рассказывала, что на собрании там собрали всех родителей, значит, и там между всеми там успеваемостью и всем остальным сказали, там приезжают татары сейчас, очень большой, значит, наплыв возвращения татар в Крым, ну и тогда, наверное, не говорили возвращение, приезжают просто и припираются. И встречайте своих родителей, я прошу, встречайте своих, учительница говорила, встречайте своих родителей со школы. Родители встречают своих детей. Да, своих детей, типа, встречайте со школы своих детей, потому что вот опасно. Приехали татары, будут резать, да? Она слышала, наверное, учитель там, в силу каких-то, знаешь, чисто,
каких-то там идей толерантности не могла сказать там прямо, но я так думаю. То, что касается встречайте точно, но она слышала там по разговорам, что они будут резать, приедут татары там, от каких-то там может, друзей семьи там, и еще кого-то знакомых, да, будут резать татары сейчас, дикари там, все остальное, там, и будут красить кровью свои дома, там, вот это все она слышала, это все она рассказывала. И она как бы, да, она увидела вот это возвращение, увидела там абсолютно таких же крымских татар, таких же людей, как и она сама, то есть, ну, она поняла, что это все как бы больше стереотип. Ну, я когда спросил у мамы, что отличительная черта, что она увидела отца, он говорит, просто дикий акцент, и все. Решила выйти замуж, да? Да, наверное. Протест такой, да? Но я думаю, что вот для твоей мамы увидеть там крымских татар Елыбоя, там Тата, Ногая, Чингине, Тайфа, ну как бы сказать, в чем разница, наверное, вот тогда мама бы точно не смогла. Ну да, тогда сказать. это было просто татары и все. И причем тогда вот, возвращаясь к теме Чингине или нет, ей говорили, вот там были такие товарищи, которые сказали, когда она узнала, что она встречается, общается. Да, честно, какие товарищи? Ну, крымские татары, другие крымские татары. Сказали, что они на самом деле не крымские татары, они цыгане, они обманывают там всех. Да. И там был жесткий разговор, что это правда, что типа, что они, ну, я, кстати, я это в детстве тоже слышал, что они на самом деле там, даже в соцсетях, они на самом деле не татары, они цыгане, они просто скрываются. Вот. И было такое, да, что ей так сказали. Вот, что под видом крымских татар. Да, под видом крымских татар. То есть это сегрегация. Вот вижу, у Адели есть какой-то вопрос. Можешь его задать, пожалуйста? Вопрос со студии. Там да, вы сегодня много говорили об идентичности Чингине в крымско-татарской среде. И у меня вот такой вопрос. Помимо разговоров, какие могут быть методы или инструменты для развенчивания, для того, чтобы сломать просто все стереотипы о Чингине у крымских татар? Что мы должны сделать? Ну, во-первых, я думаю, что мы должны воспринимать нас всех как одну нацию. И я думаю, что молодежь с этим заданием справляется, в принципе. Зависит от разговоров в семье. Да. Да? 100%. Я думаю, да. Ну вот как вы у вас вот в семье это было? Потому что я вот с некоторыми друзьями общался тоже, они тоже говорили, что ну, Чингине, типа, что вот они другие, и вот это жестко, типа, если жениться на Чингине, например. Не надо. Это тоже было такое в семье, такие разговоры? Не, у нас таких разговоров не было. Единственное, что я знал, что есть вот тайфа среди крымских татар. Угу. И они другие. Чингине, да. И все. Там каких-то нотаций не было, что не женись или не ведись и так далее. Возвращаясь к твоему вопросу, Адель, я думаю, что зависит от того, насколько крымские татары будут думать о своем будущем, чтобы развенчивать подобные мифы. Мне кажется, что вот сейчас мы говорим об этом, да, это один из способов, например, развенчивания, потому что мы в таком разговоре можем каким-то образом узнать. Не знаю, там, когда-то мы смотрели документальный фильм, кстати, Винсента Муна, да, «Дороги Крыма», да, и там одна из частей посвящалась семье Шерфетдинова. И внук Шерфетдинова сказал там одну из фраз, что вот нас... Ну, я не помню, если можно было бы этот момент тоже сюда прикрепить, он говорит о том, что либо он говорит, что нас называют румачели, или мы сами себя между собой называем. Да, называем румачели. Я вообще считаемся мы как Чингине. Ну, крымский татар у нас обычай татарское, все понятно. Просто в крови есть вот это чуть-чуть.
Да? Ромачельского. Поэтому мы Чингине нас называют. Вот по национальности. Ну, уже пришло время, наверное, если думать о том, что у крымско-татарского народа должно быть какое-то будущее, есть национальная идея, мечта, там, государственность, либо, ну, я надеюсь, что это должна быть объединяющая нас мечта тогда. Ну, нам необходимо количество. Отвергать кого-то, отторгать, это значит лишаться своего же человеческого ресурса. Это все, неправильно. Это все вот в одной теме национальной идеи, это все вот пласт темы национальной идеи, и в нее там несколько должно быть подтем. Одна из них, это тоже касается Чингине Дайфа, да, тут как бы надо это принять. Я надеюсь, что это просто вопрос поколений, и все, конфликт поколений. Надеюсь на это. Дальше, там, следующая тема — межнациональные браки. А эта тема, наверное, еще более щепетильная. И эта тема, она про то, что открыть ли крымских татар миру или нет. Вот мы, например, как-то общались с грузинами, которые, когда как бы нас изучая, с нами немножко работали, общались, грузины, которые что-то сделали для своей страны, для Грузии, они как бы считались как бы реформаторами в своей стране. И они приехали в Киев, мы с ними познакомились, они говорили, что вот мы были долгое время закрытым народом, вот очень долгое время. Да. Но потом мы поняли, что закрываться не предполагает за развитие, что открытие предполагает развитие, открытие себя. То есть вот открытие — это значит, я считаю, хотя грузины — это очень консервативная нация тоже. Это может визуально так кажется, что они не консервативны. Это к теме открыться, это к теме приглашать в свою нацию другие народы и людей, которые хотят быть ее частью. Ну вот к тебе такое, это не сопротивление мнений с моей стороны, но просто и не комплимент, но это мысль такая для размышления тоже. Бытует такое мнение, и я наблюдал, что представители, ну, есть такие примеры в моей жизни, где представители крымско-татарского народа не Чингине, других этносов, которые женились либо выходили замуж за представителей там славянских наций, русских или украинцев, или белорусов, я не помню, не знаю точно. Они растворялись в культурной среде или в идентичности другой. В примере с твоей семьей это говорит о том, что идентичность твоего отца и твоей семьи, крымско-татарская идентичность сильнее, и она позволила раствориться. Вот, так вот, для того, чтобы принимать кого-то, то есть других представителей других наций, идентичность крымско-татарская должна быть очень сильная, да, для того, чтобы была возможность растворить, а не раствориться. Ну, я скажу даже, честно говоря, настолько моя мама взяла идентичность, что она уже себя как бы считает крымско-татаркой, да, и давно себя считала. То есть она приняла и религию, и все остальное, язык, культуру. И она, когда у меня были как бы отношения с украинкой в Харькове, то она, когда узнала об этом, она сказала, что ты женишься на ней только через мой труп. И когда я спросил, почему, она сказала, что это как бы, я считаю, что это очень консервативный подход. Это значит, что он правильный либо неправильный. Он просто консервативный. Это такой подход, он имеет право быть. Есть другой подход. Но это означает, что... Я спросил, почему, она сказала, что очень тяжело ментально тебе будет с другой, как бы, представителем другого народа. Очень тяжело. И нужно там этой, как бы, девушке где-то даже сломать себя, да? То есть, чтобы это... То есть, это говорит о том, что она... Ну, моя мама, она переборола себе вон ту идентичность, которая в ней была, и она переборола в пользу крымских татар. И это не только про сильную... Да, это сильная идентичность, но это еще и готовность противоположной идентичности переломать. Ну да, наверное, переломить ситуацию и стать частью крымско-татарской. Но опять-таки, это все теория. На практике, конечно, действительно это трудно.
и должна быть действительно сильная крымско-татарская идентичность. Я говорю сейчас о крымско-татарской идентичности, я не имею в виду только браки. Я говорю о том, что, условно, если мы говорим, ну, мы же до сих пор спорим, кстати, у нас вот дискуссия идет. Нельзя сказать, что все, мы все решили, там еще вопрос Чингине, Дайфа и материнских браков остался, и все, да это только осталось. Нет, уже много проблем, то есть самоназвание, да, до сих пор даже на уровне там исследователей, там Надир Бекиров, там, который себя называет философом, и всех остальных, там, говорит, мы крымские татары, он считает, кто-то считает мы Крымлы, и там даже есть целое, там, по-моему, постановление Курултая про то, что оба самоназвания тождественны, да, что крымские татары, что Крымлы. Вот, то есть это открытый вопрос. Мы как крымский народ или нет, вот это крымский язык, многие акцентируют на этом внимание, крымский язык, крымский народ, то есть почему? Так легче воспринимать. Крым, крымцы, да, Крымлы, то есть крымский язык. В принципе, я думаю, что так раньше и воспринималось до трагических событий, до депортации, что крымский народ, мы назвали себя крымский народ, да, то есть потому что сформировались там, потому что не русские, не украинцы, а крымский народ. И это вот, если говорить в идеале, вот, что есть полуостров Крым, и там будет формироваться новая какая-то крымская нация, и ее основа мы представим, что она, к примеру, крымско-татарская, или даже не крымско-татарская, а совместно с другими народами, что сейчас есть какое-то, может быть, революционное какое-то мнение, как это так. Например, там, мы делим там полуостров с русскими и с украинцами, и вот мы как образуем какую-то новую нацию, к примеру, то тогда нужно открывать себя, и да, должна быть сильная идентичность, но опять-таки это все дискуссия, понимаете? Тут как решит история, как решим мы сами. Но нужно себя открывать в любом случае. То есть я вижу там, многие украинцы, которые хотят изучать крымско-татарский язык, которые хотят изучать культуру, которые погружаются в эту проблему. Вот. Был такой свободовец Руслан Андрейко, который... Его уже... Это есть. Депутат Киевского горсовета написал пост в Фейсбуке о том, что крымские татары могут стать, это после войны, написал, что крымские татары могут, стать там, каким-то образом предателем всех украинцев, им не стоит доверять и все остальное. Это какой-то резонанс. В связи с тем, что они не воюют. В связи с тем, что они там так сильно массово не воюют. Массово не воюют, да. Ну, что в него представляет массово, непонятно. С 2014 года идет борьба. Ну, это все в комментариях было, да. Там, с 2014 года идет борьба. Большинство политзаключенных крымские татары. Батальон Крым есть. Очень много крымских татар воюет, которые просто не говорят, мы крымские татары, мы воюем, смотрите. Но это опять же, кстати, похоже, вот постоянно вот оправдание? Те, кого вот как-то булят, начинают как-то оправдываться. Да, стоит это про открытие, кстати, то, что ты говоришь, или нет? Ну, не должно быть с позиции слабого. Должно быть объяснение, но не с позиции слабого. Мы, крымские татары, мы нормально представлены. Во-первых, мы... отвечать ему в комментариях, делать на это постоянно. Ну, это уже реакция, которая... Даже я, например, это с позиции по себе, сильного, не то, что даже я, но по себе сужу, что я когда увидел, не ответить и не написать я не мог. Меня просто разрывало, и я хотел написать, то есть вступить в эту дискуссию. Там много было комментариев. Я, честно скажу, как-то прошел, потому что считаю, что даже живя в Киеве, каким-то образом он моей жизни, будучи депутатом Киевского горсовета, не коснулся, и мне как бы... Он был депутатом Голосеевского района, в котором я, кстати, живу. Поэтому ты отреагировал? Может быть, меня это, знаешь, как-то ничего себе, ты представляешь мой район еще. Вот. И там кто-то даже написал такой комментарий, там был его единомышленник, там, свободовец, видимо, тоже. Он написал о том, что вообще там были, я коротко утрирую, были нормальные крымские татары, а потом Екатерина II там что-то придумала, что добавила туда тайфалу. Это так и написал, тайфала. Что это такое, непонятно. Тайфалу, и вот стали ненормальные крымские татары, и на самом деле вы... Дайфала или тайфала? Вот, и что вы не какие-то сейчас ненормальные. То есть это такая каша у человека в голове, знаешь. И, к сожалению, это борьба... Вот сейчас самое главное, это не этот вопрос. Главное — открытие нас, крымско-татарской нации, его развитие, потому что действительно должна быть сильная идентичность, потому что много вызовов. Есть даже вот
там, например, условно организация себя называет крымские украинцы, да, там, условно. Это организация, которая хочет вообще, чтобы Крым был Крымской областью. То есть, что вот просто должна быть Крымская область, никакие там, ну, не понимая особенности региона, не понимая, так вот именно как старший брат. То есть они сами, да, понимая, что украинцы сами испытая на себе вот этот феномен старшего брата, они сами продолжают этот феномен старшего брата. Ну, к сожалению, к счастью, большинство украинцев это понимают. Относительно этого, относиться к крымчакам и караимам мы должны, вот как ты считаешь, тоже считать крымлы, и они должны считать себя крымлы? Либо мы в таком случае тоже по отношению к ним, как старший брат? Нет, я считаю, что, во-первых, если они должны заявить о своей идентичности, если таковые есть. Давай будем говорить откровенно. Их критически мало. Критически мало. К сожалению. По отношению к крымским татарам не такое ли количество крымских татар по отношению к украинцам, как и крымчаков и караимов по отношению к крымским татарам? Нет, это вопрос не по отношению, а по отношению украинцев к индонезийцам. Сколько их? 300 миллионов, да, к примеру. Это же мало, условно. Или крымский татар к индонезии. Это вопрос не в этом. Вопрос исландцев, например. Исландия очень развитая страна, к примеру. Это вот тоже вопрос про ощущение уверенности в себе, в своем народе. Исландия развитая страна. Население? Население 300 тысяч. Нас, по-моему, больше. Это вопрос, в таком количестве народ может ли о себе заявлять и развиваться дальше? Вот это вопрос. Способность есть, то есть это зерно. Если да, тогда они должны заявить об этом. Караимы и крымчаки показать, да. Но я знаю, что их критически мало. Но, опять-таки, очень все зависит от крымских татар. Если будет создана хорошая экосистема в Крыму, и крымчаки и караимы заявят, что мы хотим сохраняться, мы хотим развивать свою культуру и все остальное, это наоборот богатство для Крыма, это наоборот привнесение в Крым. Тогда можно даже создать, попробовать что-то такое, какой-то небольшой город, где можно создать такие условия, где могут сохраниться караимы и крымчаки очень естественным путем. Синагога, если у крымчаков синагога, у караимов кинаса. Они могут там развиваться, могут даже в Литве большая диаспора, они могут вернуться с Израиля. Караимизм считается сектой с точки зрения иудаизма, например. Если им это не нравится или как-то это ущемляет, они могут приехать в Крым, то есть и развиваться. То есть развиваться вот не просто как декоративный народ, да? Вот, например, из крымских татар хотят сделать декоративный народ иногда. Ну, кто? Ну, кто? Да, и многие крымские татары не против, чтобы стать декоративным народом, к сожалению. То есть все ограничивается хайтармой там и все такое, да. И мы коренные, там, это постоянно коренной. Ну зачем? Мы, во-первых, титульная нация, да. Это опять-таки про уверенность в себе. Если не ограничиваться этим, то можно очень много что интересного создать. Не разочаровываться в себе, быть уверенным и говорить, если ты ногай, что ты ногай. Да. Если ты ялобой, то ялобой. Ну, первая идентичность в любом случае у нас крымско-татарская. Я думаю, что мало кто с этим как бы не согласится. Что делать для того, чтобы усиливать свою идентичность? Чтобы не растворяться в других? Я думаю, что мы должны стремиться к построению своей государственности, а тема государственности очень широкая. Она нас заставляет, если украинцев вот сейчас, да, эта тема заставляет проводить какие-то реформы, а для нас это самое важное — это закладывать фундамент, которого очень долгое время не существует, а он как бы очень широк. Это абсолютно разные сферы. Вот тогда, ну, как бы, мне кажется, что идентичность будет параллельно в разных сферах развиваться и идти к одной цели. В данном случае я тут думаю о государственности.
Ну да, я согласен, что это разные сферы. То есть должна быть инфраструктура, по сути. Инфраструктура в целом, которая взаимодополняет друг друга. Политическая инфраструктура, она должна развиваться. Это вопрос в Меджилис Курултай. Это должно развиваться. Язык, культура. Язык, культура, инфраструктура, тоже, медиа обязательно, образование. То есть это вся инфраструктура, она создает идентичность, современная инфраструктура. Для меня, на самом деле, эта тема, так как я погрузился в нее, возможно, чуть раньше, чем, не знаю, намного раньше, чем и обсуждали мы с тобой. Возможно, намного раньше, чем Эльдар, может быть, и, возможно, Фатима, может быть, и нет. Для меня это как бы, я воспринимаю это спокойно, поэтому и это мое спокойствие от того, что больше осведомленности и больше знаний в этой теме. Поэтому мне кажется, что какого-то удивления, вот как ты говоришь, да, от того, что кто-то там будет в Чингине, о этносе которого я не знал, ну, возможно, да, но это такое секундное, да, что-то. И я бы, наверное, хотел, чтобы, если мы заканчиваем, то хотел бы, чтобы какого-то такого яркого занавеса не было, а каждый просто для себя подумал и вынес то, что он хочет вынести из этого, и, возможно, своими мыслями поделился в комментариях. Мы были бы очень рады, и, возможно, следующие темы вы подвязали под ваши мысли, которые у вас появятся. Чё саулами? Сусаунус. Раскрылся и озвучил эту тему. Julep.